Впервые в Якутии на базе офтальмологической больницы провели операцию по кератопластике, трансплантации роговицы глаза под фемтолазерным сопровождением. Пациенту пересадили донорскую роговицу, заказанную в Москве. Сегодня он уже выписан и проходит реабилитацию дома. Ульяна Шагина встретилась с врачами, она в прямом эфире. Уля, приветствую. Для чего нужна кератопластика? Много ли желающих и как долго ждать донора? Сергей, приветствую тебя. Отмечу, что в год здоровья Республиканская офтальмологическая больница в целом получила оборудование на целых 38 миллионов рублей. И один из них это фимтолазер, благодаря которому впервые пациенту была проведена высокотехнологичная операция по замене роговицы. Рядом со мной сейчас врач Иннокентий, отчество? Иннокентий Иванович, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как сегодня чувствует себя пациент? Выписан он уже, мы знаем, он дома, да, находится? Да, пациент уже прошел стационарное лечение, все было нормально, он выписан домой, дома продолжает капать капли, приходит на контрольные осмотры. Что такое фимтолазер? Объясните, пожалуйста. Фемтолазер – это, по сути дела, лазерный нож. То есть то, что раньше делал хирург своими руками и с помощью лезвия, сейчас делает лазер. Да? Мы в момент работы лазера не прикасаемся к глазу. Лазер умеет делать не только прямой разрез, он умеет делать разрез и потом поворачивать на 90 градусов. Так? Вот это при всем желании хирург лезвием сделать не может. Поэтому возможности фемтолазера намного расширяют наши операционные способности, возможности. Да. Была пересажена донорская роговица пациенту. Да? Насколько долго приходится ждать таких доноров? И вообще в целом кому предназначены такие операции? Пересадка роговицы, вообще роговица – это оптическая система глаза, самая передняя часть нашего глаза, которая должна быть прозрачной. Разные врожденные и приобретенные заболевания. Приобретенные – это воспаление, травмы, многократно оперированные глаза. Там часто все заканчивается тем, что роговица мутнеет. Мутнеет, и через мутную роговицу пациент видит очень плохо, а наш пациент, который был прооперирован на фемтолазере, он вообще ничего не видел, роговица была совершенно мутная. И, естественно, такая роговица не только не дает еще человеку смотреть, она очень часто становится причиной того, что он каждый день, ежедневно, с утра до вечера чувствует неприятные ощущения. Она дает чувство инородного тела постоянно. И пациент от этого очень сильно устает. И мы, когда делаем операцию, мы в первую очередь снимаем болевые ощущения, а во вторую очередь стараемся, конечно, прибавить человеку зрение. На сегодняшний день зрение у него уже в процентном соотношении насколько улучшилось? Учитывая, что пациент до операции не видел совсем, то сейчас, можно сказать, его зрение 10% для такого глаза, который был ранее неоднократно оперирован, это достаточно высокое зрение. И реабилитация, она продолжается, то есть есть шансы, что зрение еще улучшится? Есть шансы, реабилитацию продолжаем. Здесь, конечно, результат по зрению зависит от многих факторов, от возраста, от того, другие заболевания есть или нет. Для того, чтобы человек увидел, нужно, чтобы в порядке была сетчатка, зрительный нерв. К сожалению, если какие-то заболевания привели к повреждению этих структур, то даже с прозрачной роговицей человек плохо видит. Я отмечу, что помимо фимтолазера у нас еще и наркозный аппарат новый, да, Иван Петрович, главный врач. Он более подробно расскажет о том, какое оборудование было получено. Да, добрый день. В рамках Года здоровья, который был объявлен главой Республики Арсением Сергеевичем Николаевым в 2021 году, мы получили единицы оборудования, как вы уже сказали, на 38 миллионов рублей. Среди них есть 2 наркозных аппарата, абсолютно новых. Это для нашей больницы уникальное приобретение, потому что до этого мы работали на старых еще российских аппаратах, которые не были оснащены такими автоматизированными системами. Я специально подключил сейчас к себе датчик монитора. Здесь показывает и пульс, и сатурацию. Это монитор для наркозного аппарата. Здесь понятно, когда мы его подключим, здесь все датчики будут работать, но тем не менее эта возможность позволяет
контролировать состояние пациента при проведении эндотрахеального наркоза во время проведения вот таких объемных операций, о которых только что сказал Иннокентий Николаевич, в том числе по пересадке роговицы. Почему мы еще приобрели эти аппараты? Потому что мы планируем здесь делать операции детям. Детям проводятся операции исключительно под наркозом, поэтому для нас вот это приобретение, оно возможность в дальнейшем развивать нашу службу, в том числе по направлению детей, проводить им высокотехнологичные медицинские вмешательства. Потому что наши хирурги готовы, вот сейчас они проходят обучение на базе НИИ Гельмгольца в Москве, возвращаются на следующей неделе. Я думаю, что уже в октябре-ноябре первые такие операции пройдут уже на базе нашей больницы. И нашим родителям, у которых детки с патологией глаза, не надо будет отправляться в Москву. Кроме этого, мы получили новый офтальмологический комбайн, получили щелевые лампы, получаем сейчас автоматические рефрактометры, пневмотонометры, аппарат ИВЛ вот тоже стоит здесь. Это все позволяет развивать нашу медицину здесь, на месте. Это те задачи, которые были поставлены в рамках Года здоровья. Но у нас и перспектива есть и десятилетия детства, тоже объявленного главой республики. На ближайшие 10 лет у нас уже планы есть. Мы получили лицензию на образовательную деятельность, и больница скоро будет готовить кадры непосредственно здесь. Далее это оснащение, это подготовка кадров, это их укомплектование, это открытие филиалов, это проведение операций в районах республики. Вот как раз Иннокентий Николаевич через неделю вместе со своим коллегой отправляется в Ленский, Мирнинский район для того, чтобы проводить там на базе ЦРБ, которые имеют соответствующую лицензию, операции по катаракте. Поэтому жители этих двух промышленных крупных районов могут обращаться сейчас к офтальмологу по месту жительства, чтобы они начали готовить вот к этой выездной офтальмологической бригаде, которые приедут и на месте им проведут операцию по катаракте. Для населения это тоже большой плюс, чтобы они не тратили средства на авиабилеты, значит, не тряслись по нашим дорогам, получили медицинскую помощь на месте. Поэтому вот это у нас приоритет, который мы сейчас развиваем. Задачи поставлены. Я думаю, мы вместе с ними справимся. И для жителей республики это будет большое облегчение, когда они получат медицинскую помощь на месте, непосредственно в том районе, где они проживают. Спасибо большое. Но я скажу, что более подробно о том, как проводилась операция по замене катаракты, кто был больной и как он себя чувствует, смотрите в вечерних выпусках новостей. Сергей, у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо. Наш корреспондент Ульяна Шагина поговорила о первой операции по кератопластике, проведенной на базе офтальмологической больницы.